Дуслар Айдагис башлыбас, хайрлы киш. Давайте все друг друга поприветствуем, чтобы какое-то начало было. Бірінші тапкар болған кішілер барман. Давайте начнем с новеньких. Есть люди, которые первый раз сегодня. Давайте тогда познакомимся. Менің ісім Гүлнара Яруллина. Мен өзім Қазаннан. Қазанда тудым. Мында Мәскеуде 10 ел инде яшим. Менә бу штаб белән тоже примерно шул кадәр вакыт шөгыльләнәм. Вот вы знаете, да, мы находимся в нашем уютном татарском доме, как говорится, на Таганке. Частная картинная галерея наша. Без манда бик күп чаралар уздырабыз. У нас очень много разных мероприятий здесь проходит. Также мы вместе собираемся, ходим на спортивные мероприятия. Кичер без поддержали нашу казанскую команду Акбарс хоккей. Кто был вчера, Эльдар? Один. Нет, зачем? Вот же есть еще. Отлично. Также мы ходим на футбольные матчи. Вот у нас скоро будет фестиваль в Агаповске. Анонсы мы все делаем в нашем чате студенческом. Также вас приглашаем на этот фестиваль. Это очень необычный фестиваль. Там как раз-таки молодые исполнители поют песни на татарском в разной интересной аранжировке и в разных стилях. Вот. Там как раз-таки молодые все певцы, все очень талантливые. И это будет, ну, как нестандартный концерт такой. Также у нас очень, знаете, наверное, скоро Алаберса будет ифтары наши в марте, начало, да. Перед ифтаром, перед Рамаданом мы будем проводить встречи, когда подготавливаем всех к ифтару. Сегодня у нас тоже такой очередной Яшляр Якшам Бикшесе. Также мы рады вас всех приветствовать. Тут очень много студентов, переехавших из Татарстана, из Нижнего Новгорода, из Башкортостана. Все здесь, все вместе объединяются, знакомятся на нашей площадке. Помимо нашей площадки еще очень много тоже также мероприятий проходит. Вот. Анонсы также вы можете присылать сами о мероприятиях, которые будут. Также для создания у нас очень много активистов, которые собирают сами мероприятия, сами проводят. У нас Камила Вашаева проводит встречи в штабе татары, помимо этого еще в других, в Лофте проводила недавно мероприятие. Вы также можете быть активным человеком, и который может сам же активность свою проявить и как-то провести встречу в штабе татар. Любые ваши активности мы применяем. Также можно и здесь провести, можно как-то совместно организовать поход куда-то, в театр, в музей или еще какая-то. Вот фестиваль, очень интересная выставка проходит на ВДНХ России, наверное, знаете, да? Там представлен Татарстан тоже. И Татарстан, и Башкортостан, и Ульяновск, и другие там города России. Можно тоже вместе сходить, если еще не ходили. По поводу конкурсов и мероприятий, вот примерно так. Также у нас есть организации, которые сегодня мы пригласили в гости к вам. Организация, которая собирается в Домодедово. Сегодня Искандер и Салават, вот представитель. Меня зовут Искандер, я из города Домодедово. Вот. Не так давно стал руководителем татарского культурного центра в городе Домодедово. В связи с тем, что ранее, в течение 3 лет, наверное, у нас не было никакого актива в плане продвижения татарской культуры, каких-то мероприятий, решили возродить с нуля, буквально, да, с того, что осталось, какой-то актив небольшой остался. Но, тем не менее, почитав информацию по городу Домодедово, кстати, один довольно-таки крупный город из Подмосковья, как оказалось, что татар в городе Домодедово менее 1%. Что самое интересное, это такое количество удручает. Как-то надо объединяться и продвигать нашу культуру. И что самое интересное, почему-то оказалось, из этого списка на первом месте понятно, что люди русские, на втором месте почему-то украинцы.
на 2024 год. Да. Вот. А вот татаров и других национальностей менее 1%. Но я думаю, что мы этим не ограничимся, называв себя культурно-татарский центр, либо как автономия татар, это понятно останется. Но все же мы хотим, даже вернее как, пока сказать, я хочу, думаю над этим проектом, что сделать не только татарский, но и башкирский центр и прививать культуру родственных тюркскоязычных, да, там, людей. То есть, может, это будут казахи, может, это будут азербайджанцы, может, это будут киргизы. И у меня есть хорошие тоже знакомые, они из Казани, они предложили такой проект, говорят, давайте вместе подумаем, есть хотя бы в рамках вашего клуба, в рамках вашего культурного центра организовать клуб кочевой культуры. Причем в Москве, Подмосковье, насколько я знаю, кроме этноклуба, этим никто не занимается. И возродить, помимо всего этого, еще древнетюркское письмо. Вот, в этом плане. Оно было, конечно, интересно посмотреть на наши корни, да, откуда мы пришли, откуда мы появились. Причем, что самое интересное, все знают, что тюркский язык, он имеет очень большое количество общих слов, которые и в русском языке, и где-то пересекается даже с, не знаю, там, романо-германской группы языков, там, английская какая-то, да, везде можно будет найти там аналоги, очень похожие. В целом много говорить не буду, как вы знаете, да, то есть хорошая пословица такая, молчание золота, да, ну, вот. Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Ну, если вкратце. А так, если есть знакомые в Домодедово или Домодедовском районе, или в близлежащих районах, подсказывайте, говорите, что есть такой центр, что пускай приходят к нам, будем заниматься какими-то социальными проектами, продвигать нашу культуру татарскую. И все-таки надеюсь, что при следующем переписи населения скажут, что татар там не менее 1%, но хотя бы будет процент и более, потому что действительно показал это очень мало. И такая позиция, я понимаю, что это какое-то, может быть, ассимиление идет, может еще что-то, да, но все равно хотелось бы общаться в своем кругу. И причем люди, которые приходили к нам довольно-таки недавно, они говорили, что вот у вас культурный центр, а мне, говорят, дети маленькие. Я хотел, чтобы они росли в кругу татарском, чтобы у них была речь, чтобы они с детства впитывали в себя культуру, язык в том числе. И ни для кого не будет секрет, причем люди, которые знают и говорят на 2 языках, они владеют больше информацией, чем все остальные. Ну, их взгляд на мир другой. Шире и намного интереснее. Вот. И в связи с этим, не знаю, вот в общем будем своими силами как-то развивать, пытаться поставить на ноги все это дело. Как это будет идти, посмотрим, время покажет. Но, иншаллах, вот с Божьей помощью, я думаю, что все у нас получится. Я вкратце все. Вот, спасибо. Меня зовут Салават, помощник руководителя города Домодедово татарского культурного центра. Тоже присоединяюсь к словам Искандера, чтобы мы продвигать татарскую культуру. Хотел добавить, что у нас еще планируется обучение по основам ислама в районе города Домодедово. И разные социальные проекты. Будем как-то развивать, приобщать больше людей, нужны больше сейчас активисты. Поэтому если есть у кого знакомые, там, друзья вообще Домодедовских или в других районах тоже, всех приглашаем там присоединиться. Также у нас сегодня день рождения нашего любимого активиста, ведущего, человека, который давно с нами в команде продвигает нашу татарскую культуру в Москве. Давайте поздравим Иван Урганта. Ильдара Рахматуллина. Ильдар, вставай, поздравляем с днем рождения! Подарок будет, отлично. Вам появился такой подарочек. Мы тебя очень любим, уважаем. Спасибо тебе большое. На самом деле человек, который всегда безукоризненно придет на помощь, проведет любое мероприятие и безукоризненно нам всегда во всем помогает. Спасибо тебе, Ильдар, большое. Спасибо. Все самые лучшие поздравления, да, сегодня для тебя. Дома. От штаба. Всегда рад части вашей команды, Гульнара. В штаб прихожу как домой, к себе. Это очень ценно, что у нас такая атмосфера дружелюбная, домашняя. И всегда рад быть частью с вами вместе. Спасибо. Все вместе! Вагера!
Kışını var demez atmış Yalnızı kanat baksa da Bizi de birge bulalmaz Sular ürge aksa da Yalnız akış kürgen sayemiz Levzekileri Şükrülerge seyenir Kızılar kiyinir Akşamda üzerimler Üzerge güz alırız Sıkılandık bağlarız Yine matur şahımız diye Bak bulup saf bulup ister kalsın Hadi taş uğramı Repti bu kaygıme Sarışlar kavrama Tuğlan geri yaktı Давайте под ваши бурные аплодисменты маленький тортик для нашего ведущего Ильдара. Şeşkelerinin iyiye yüreği var Bizi bir ışık bulamazsa